Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Вторая волна. Это серьезные враги России. Так была ли эвакуация учебной? Альбина Аслагараева. В шаге от мирового признания. Лучшего астрофизика, более выдающегося астрофизика в мире на сегодня нет. За что почетный профессор Казанского университета мог получить Нобелевскую премию, узнал Дмитрий Аринин. Сон в пальто, а в помощь духовке. Все переболели. Это разве так можно? Почему тепла нет еще не во всех домах, разбирался Салават Мухаммадуллян. Неравный счет. Откуда получается сумма 3 514? Почему цены за газ выросли в сотни раз, выясняла Александра Севастьянова. Просьбу срочно покинуть здание сегодня проще назвать места, где не звучали эти слова. В Казани целый день не утихали звуки сирен, а из громкоговорителей звучали одни и те же просьбы. Эвакуировали и чиновников, и депутатов, и школьников, и пенсионеров. К концу дня тревожные звонки поступили на 155 объектов столицы. Как город встретил волну предупреждения об опасности? Альбина Аслагараева. С первого предупреждения депутаты покидают здание. Заминирован Госсовет или просто проверяется, никто точно сказать не может. Я как понимаю, что все-таки это все учебная эвакуация, потому что, насколько нам известно, например, вчера тоже в Нижнем Новгороде эвакуировали государственные учреждения, школы. Вот так выглядит сегодня карта города тревожных звонков. Из-за них опустили кабинет министров республики, IT-парк, пенсионный фонд, мэрия города, Министерство молодежи и образования, здравоохранения и транспорта. Во дворце земледельцев, где базируется татарстанский Минсельхоз, собрали десятки журналистов. И стоило только зазвучать тревоги, вместо пресс-конференции пришлось снимать эвакуацию. Нам ничего не говорят, нам сказали срочная эвакуация и все. Нет, это не проверка. Пожарная сирена прозвучала и в 3 десятках школ. Детей и учителей срочно вывели на улицу. Ученики без верхней одежды и во второй обуви стояли на холоде не меньше 40 минут. В 55-й школе срочно вызвали родителей с просьбой забрать детей домой. Вторые смены отменили. Вышли вообще без курток, потом нам куртки принесли. Вот там девочка, которая сидела, она вышла в одной очень тонкой кофте, нам потом только вынесли вещи. Прозвенело, говорит, 3 звонка, вывели их из школы. Все, дети в блузочках вышли во второй обуви. В полдень звонок поступил в 125-ю гимназию. В социальных сетях тут же сообщили о якобы обнаруженной в учебном учреждении бомбе. Но слухи не подтвердились. Как будто бы заминированы, сказали. Все молчат, ничего не говорят. Эвакуировали и аэропорт Казань. В связи с этим были задержаны 2 рейса. В международный аэропорт Казань поступил анонимный звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. В 15:45 была произведена эвакуация пассажиров и персонала аэропорта. Сотрудники специальных служб при обследовании аэровокзального комплекса и прилегающей территории. После проведенной проверки в 16:41 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Тревожные звонки в Казани распространились по аналогичной схеме Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Там прошли самые массовые эвакуации в истории этих городов. В учреждение поступал звонок, и мужской голос сообщал о том, что через полчаса здание взлетит на воздух. Казанцы сегодня не то чтобы испуганы, скорее удивлены. Я думаю, что-то, наверное, будет скоро, потому что просто так ничего не бывает. Это, наверное, все-таки молодежь таким образом развлекается. Каких-нибудь подростков. А чьих еще может быть? А пока население предполагает, силовые структуры не спешат развеять слухи. Сейчас главный вопрос, чьих рук дело? Анонимные звонки. Это серьезные враги России. Это все задумано, возможно, даже за границей, с целью дестабилизировать обстановку. Они надеются, что мы будем все дрожать, всем нам будет плохо. Среди эвакуированных сегодня и крупные торговые центры. Для них это уже вторая волна. 16 сентября сюда уже поступали сообщения о лжеминировании. Во всех регионах были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание до 3 лет лишения свободы. Альбина Аслагараева, Рамиль Шайдуллин, Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, Амир Залюшев, Ильшат Мухаметов. ТНВ, Казань. Остановился в шаге от Нобелевской премии. Сегодня престижную международную премию по физике впервые мог получить татарин. Номинантом стал ученый, ныне работающий в Германии Рашид Сюняев. Астрофизик, почетный профессор КФУ. За какой же труд он был номинирован на премию Нобеля и в чем ценность его научного достижения, узнал Дмитрий Аринин. Шведская Королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике 2017 год
половину Райнеру Вайсу. Так, Нобелевскую премию по физике 2017 года получают американские ученые, открывшие гравитационные волны, которые образовались при слиянии двух черных дыр. Им причитается более $1 миллиона. За эту премию конкурировал научный труд почетного профессора Казанского университета Рашида Сюняева. Его могли отметить за обширный вклад в углубление нашего понимания Вселенной, включая ее происхождение. Сегодня за нашего астрофизика болели и за оглашением результатов следили и его коллеги в Энергоуниверситете. Исследование нашего выдающегося российского ученого Сюняева имеет огромное значение для астрофизики. То, что он открыл, сравнить, наверное, очень трудно с чем можно. Это работы в области исследования нашей Вселенной. И даже если он не завоевал этот приз, то все равно это очень большое достижение и для России, и для него самого. Отметим, что Рашид Сюняев уже получил широкое международное признание. Он обладатель более 2 десятков российских и международных премий. Так, в минувшем году Владимир Путин вручил ему Государственную премию России. Как говорит казанский друг Рашида Сюняева, ученый-историк Рафаэль Хакимов, он очень скромный, но при этом целеустремленный человек. Он вывел европейскую астрофизику на очень высокий уровень, такой, что он спокойно сейчас конкурирует с американцами. Это благодаря ему. Под него там строят институты, под него дают деньги европейские страны. Более выдающегося астрофизика в мире на сегодня нет. Рашид Сюняев часто бывает в Казани. Так этим летом он выступал на Всемирном конгрессе татар. Как говорят уже школьные учителя, именно благодаря таким людям и их мировым свершениям у молодежи загорается интерес к науке, а значит, в будущем открыта дорога к новым свершениям и престижным премиям. Дмитрий Орегин, Рамзиль Гарипов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Как раз из Вселенной, которой посвятил свои труды Рашид Сюняев, к нам летит астероид вдвое больше челябинского метеорита. 12 октября, по версии НАСА, он подойдет на рекордно близкое расстояние к планете – 44 тысячи километров. Правда, возможность столкновения ничтожно мала. Куда упадет метеорит, если все же достигнет Земли, пока неизвестно. Если вдруг на сушу упадет, то нанесет большой ущерб, но не будет, скажем так, каким-то глобальным таким катастрофическим событием. Ущерб будет, но на этом все ограничится. При том, что он на нас не упадет, он пролетит мимо. Батареи для красоты. Часть столичных домов до сих пор остаются без тепла. За последние дни к нам в редакцию поступило десятка обращений. Кто оставил горожан замерзать, разбирался Салават Мухаммадуллин. Все переболели. Это разве так можно? Это разве можно такое отношение к людям? У Галины Хохловой батареи вместо тепла циркулирует холодный воздух. И днем, и ночью инвалид второй группы вместе с сыном в свитерах и пальто спасаются лишь маленьким обогревателем. В помощь здесь идет даже духовка. Вот так, приоткрыв ее, хозяева греют руки, а порой сушат вещи. А куда деваться? Ночью температура доходит до 10 градусов. В управляющей компании пенсионерки сказали, что дело в установке газового счетчика в доме. Почему это делается в октябре, а не в июле, в августе, в сентябре, 3 месяца лета? Почему тогда это не делается? А вот нас в УК Вахитовского района уверили, что счетчик тут ни при чем. По словам главного инженера, ведутся пусконаладочные работы. Тепло пообещали дать сегодня. По прогнозу погоды мы должны были запускать не с 20 сентября, а с 26-го. А запускать начали по постановлению с 20-го. А люди пока в холоде живут. То есть. Не переворачивайте, пожалуйста, мои слова. Я не говорю, что люди жили в холоде. Я говорю, что у нас есть 2 недели на пуск-наладку. К сожалению, система отопления. Это не самовар, который пустил в розетку, и он через полчаса заработал. Практически до последнего ждали тепла и жители нескольких домов по улице Ямашева. Реконструкция их тепловых сетей завершилась только на днях. Задержку рабочие объяснили недоработкой поставщиков. Месяц нормально проработали, материал отработали, материал кончился. Но в срок подрядчики все же уложились. Тепло в домах появилось накануне. Больше задержек быть не должно. Работа на контроле Госжилинспекции. Если у граждан есть какие-то проблемы с пуском тепла, в квартирах на самом деле сейчас холодно, то надо обращаться, мы, конечно, такую работу проведем. С задержкой тепло пока приходит и в некоторые поликлиники. Дело в текущем капитальном ремонте. Но, судя по новеньким батареям, теперь здесь зимой точно не будут мерзнуть. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Кстати, зима уже близко. У соседей Татарстана первый снег. Он уже выпал в Башкирии, Челябинске, Свердловской и Тюменской областях. Пользователи соцсетей устроили настоящий флешмоб. Ленты новостей запланили фотографии и видео с первым снегом. А вот в Казань снег пока не торопится. С севера в наши районы опустились слабые осадки.
И вот в основном по восточным районам отмечались осадки слабые в виде дождя и в отдельных районах с мокрым снегом. И вот такая же ситуация, в общем-то, сохранится на предстоящую ночь. Цена за газ режет глаз. Одно из отделений Горгаза штурмуют недовольные казанцы. Счета в квитанциях за последний месяц в несколько раз выше, чем обычно. В ответ на возмущение лишь фраза «Ваши показания не дошли вовремя». Но отсюда недоумение казанцев, где могли задержаться данные. Как такое в принципе могло получиться, разбиралась Александра Севастьянова. Пришло за 2 месяца 657. Что это? Я вообще ничего не понимаю. В прошлом месяце счет пришел на 12 рублей, в этом на 600 с лишним. Как так, Наталья Сыркина, жительница дома по улице Максимова, не понимает, как и десятки других обратившихся. Плачу все время по счетчику, все нормально. И вдруг пришел долг. Вот, 4126. Это вообще кошмар. У вас частный сектор? Частный сектор. Не просто долги, а неоправданно высокие долги появились в квитанциях жителей частного сектора авиастроительного района. У некоторых вместо привычных 200-300 рублей 4000. Я сама не знаю, я просто вот спрашиваю, здесь тут много народу, и все пришли вот с такой квитанцией. У кого 8000, у кого 5000. Откуда вот эта вымышленная сумма, да? Хотя объем кубов, да, конкретно поданный, да, вот здесь вот подается, да, показания счетчика на данные. Потом предыдущий, да, вот разница, по этой разнице получается 795 рублей, да? Одно из другого вычесть. Я не знаю, откуда получается сумма 3514. Такая очередь здесь собирается ежедневно уже с прошлой недели. Смущает жителей и то, что в последний раз квитанции пришли поздно, после 23 числа. Хотя обычно приходили до 10-го. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к поставщику. В ответном письме нам пояснили, что те, кто подал показания счетчика до 23 августа, у них все в порядке. А вот завышенные суммы получили те, кто вовремя не снял показания. В случае, если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителям. Таким образом, завышенные счета пришли тем, кто не подал показания счетчика до 23 августа, или эти данные поставщику просто не дошли. И сейчас жителей ждет перерасчет по фактически потребленному объему газа. Александр Севастьянова, Марат Зайдулин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Уволили, а заплатить забыли. Бывшие работники Челнинского КамГЭС-стройцентра не получили зарплату уже с мая. Оказавшись в безвыходной ситуации, они обратились на телевидение. Как накопились долги и кому их теперь разгребать, разбиралась Лина Зинатуллина. Мне задолжали 192 тысячи. Своим бывшим работникам КамГЭС-стройцентр сегодня должен больше 10 миллионов рублей. Апрельскую зарплату сотрудники получили только в начале сентября, тогда как уволили многих в конце августа, не выдав при этом ни копейки. Невыплата за май, июнь, июль, август, сентябрь – это зарплата, плюс компенсации за неиспользованный отпуск. И в такой ситуации более сотни работников коллективные жалобы написали в Следственный комитет, прокуратуру и инспекцию труда. Нарушение нашлось. По закону работодатель должен выплачивать зарплату своевременно и полностью, не реже 2 раз в месяц. Прокуратура города в адрес генерального директора ООО «КамГЭС-стройцентр» внесено представление об устранении нарушений законодательства о оплате труда по факту наличия задолженности по заработной плате. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Частично погашение заработной платы началось. В отношении директора данного предприятия возбуждено дело в административном правонарушении. В главной компании ПАО «КамГЭС-Энергострой» признались, что стройцентр не может выплатить долги не только работникам, но даже налоговикам. По словам замдиректора, помочь постараются. Помощь будет оказана за счет работников главного КамГЭС, за счет работников других предприятий. У каждого чуть-чуть урежут и тем людям выдадут. Урезать по закону могут лишь премии сотрудников ПАО «КамГЭС-Энергострой». Ждать у моря погоды бывшие работники не стали и в очередной раз обратились в прокуратуру. Началась повторная проверка. Лина Зинатуллина, Эльмира Гайнутдинова, Андрей Буслаков, Дмитрий Кравченко, ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. Оправданные затраты. Вернулись к этому своему достойному Татарстану показателю. Почему урожай этого года оказался лучшим за 5-летку, выяснял Рамиль Шайдуллин. Помылся, постригся и в музей. Я всегда доволен. О бесплатных услугах для пенсионеров в декаду пожилых. Лина Зинатуллина.
Сингапурское экономическое чудо в Татарстан. Президент с рабочим визитом находится на юго-востоке Азии. Татарстанская делегация изучает опыт Сингапура по благоустройству. Здесь строят много, но с минимальным воздействием на природу. Как в татарстанских городах будут разбивать сады в нашем репортаже. Сингапур и остров Сентоза – главная развлекательная площадка страны. Шоу «Крылья времени». Сенсорное представление на берегу попадает в инстаграм президента. Но остров привлекает другим. 70% территории покрыта лесом. Строить здесь много, но без ущерба экологии. Проекты по благоустройству – тема деловых встреч. У нас в год строят 2 миллиона квадратных метров жилья. Татарстан интересует опыт Сингапура. Здесь 80% населения живут в государственных домах. От выделения земли, строительства и реновации, завершая распределением жилья. Делегацию интересует все. Какие элементы От сада в городе к городу в саду. Одна из лекций проходит в колледже Госслужбы Сингапура. Татарстан с учебным заведением сотрудничает еще с 2009 года. Стажировку здесь прошли около 300 представителей органов власти. В рамках поездки президент встретился и с премьер-министром Сингапура, старшим сыном творца сингапурского экономического чуда Ли Куян Ю. Первый премьер в 2007 году посещал Татарстан. Рустам Минниханов приглашает Ли Сан Лун в Казань. Торговля, инновации, энергетика, управление особыми экономическими зонами и подготовка управленческих кадров – актуальная для России и Сингапура. Татарстан готов участвовать в этом на региональном уровне. Частные проекты представили уже в рамках круглого стола. Интерес к Татарстану проявляют компании в сфере образования, инфраструктуры, пищевой промышленности и нефтегазового сектора. В Республике Татарстан мы готовы создать ту платформу, которая необходима для вхождения сингапурского бизнеса в Российскую Федерацию. В агентстве по городскому благоустройству гостям представили проекты рационального землепользования в условиях его дефицита. Лейсан Сабирова, Давид Абдулин, ТНВ, Сингапур. Минтимир Шаймиев сегодня встретился с Накией Гилязовой, супругой народного писателя Татарстана Аяза Гилязова. Накия Ильгамовна поблагодарила госсоветника и руководство республики за постоянное внимание и поддержку творчества мужа. Супруга писателя подарила Минтимиру Шариповичу первый экземпляр книги «Давайте помолимся» и 6-й том избранных произведений Аяза Гилязова. 5 миллионов тонн зерна. Татарстан перевыполнил задачу на уборку 2017. Лидерами стали заинцы. Несмотря на непогожее лето, в целом по республике текущая страда лучшая за последнюю пятилетку. И одна из самых затратных. Сколько сил и средств ушло на рекорд, выяснял Рамиль Шайдулин. Золотом наливается хлеб. С трудом верилось, что урожай будет таким, когда посевная пришлась на холода, а половину лета заливала дождями. Тогда аграрии нашли средства и от непогоды. С весны мы затратили более 24 миллиардов рублей. На эти деньги решили приумножить прошлогодний результат. Например, двойной дозировкой минеральных удобрений. Плюс помогли президентские гранты лучшему работнику полей 100 тысяч рублей. А это еще 20 миллионов, с ними район за районом, начали выбиваться в лидеры. Рекордсмен по урожайности у нас это Заинский район. По северам у нас самая высокая урожайность у Кукмара. Вот они, рекордсмены. Высока урожайность у заинцев, почти 50 центнеров с гектара, и нурлатцев больше 46. Больше намолот у буинцев 200 тысяч тонн и снова заинцев 190. Все вместе намолотили столько, что убирать пришлось всей Россией. В особо плотные дни Татарстан нанимал комбайнеров из соседних регионов. Известно, что всего в уборку включились порядка 300 дополнительных машин. С другой стороны, если бы у нас у себя бы еще хотя бы на 500 комбайнов было бы собственных больше, да, чем мы имеем, мы бы уже 5 миллионами тонн отчитались бы даже перед к дню нашей республики. Итог уборки, результат которого ждали 6-й год. И зерно такого качества, что можно сразу отправлять на склад. Но долго ли оно там задержится, покажут продажи. Как отметили в Минсельхозе, избыток скажется на себестоимости. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Помыться, постричься и сходить в музей. Все это бесплатно могут сделать татарстанские пенсионеры. Декада пожилых стартовала в республике 1 октября, а мероприятия будут продолжаться до конца месяца. Где не упустить возможность? Лина Зинатуллина. Жужжание машинки, лязганье ножниц. Только звона монет здесь сегодня не услышишь. До конца недели в 41-м профколледже пенсионеров стригут бесплатно. Петр Мочелов приходит который год. Как обслуживаем. Всегда с любовью. Нам тренировка, практика хорошая. В городских банях пожилых тоже традиционно приняли бесплатно. Пар отличный, в принципе, нам нравится. Мы всегда с сестрой ходим. В этом году 2 дня мыли,
571 человек прошел по нашей бане. Поздравления юбиляров, скидки на сельхозярмарках и бесплатные юридические консультации. Декада пожилых затронула все сферы жизни пенсионеров. Мы отработали с каждым министерством и ведомством по направлению отрасли. Говоря о магазинах и о банях, о прачечных оказании услуг в каждом муниципальном районе. И вот в каждом торговом центре сегодня у нас есть скидки. Врачи в декаду посетят одиноких лежачих больных, а в лечебно-профилактических учреждениях пройдут дни открытых дверей по вопросам медицинского обеспечения пожилых. Медицина помогает сохранять активное долголетие. За последние 5 лет количество пожилых в республике выросло на 10%. Культуры в обществе, как провести эти, в кавычках, лишние 25-30 лет жизни, еще не сформировано. Культурную программу на месяц тоже продумали в Национальном музее. Она носит название «Мои года, мое богатство». 20 республиканских кинотеатров бесплатно покажут кино. А завтра в филармонии пройдет первый концерт ветеранского фестиваля талантов «Балкыш». Лена Анатольевна, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань. Бензин против биотоплива. Узнать, что в этом противостоянии выгоднее и как обстоят дела с инфраструктурой, отправились в экологический автопробег сотрудники компании «Газпром». В экологический автопробег на экотопливе. С виду одинаковые автомобили отличаются своей начинкой. Маршрут Тольятти-Казань поехали 2 бригады. Одна на бензине, другая на природном газе. Результат после 2000 километров говорит сам за себя. Газовая Веста, затраты составили в 2,75 раза меньше, чем на бензиновой Весте. Переход на метан стоит несколько десятков тысяч рублей. Однако ценник биотоплива дешевле и безопаснее в плане экологии в разы. 3 раза дешевле, поэтому тут считается сразу. Первоочередные затраты, как вам сказали, 2-3 месяца, ну пусть год будет. И потом работаешь нормально, спокойно, уже на прибыль. В этом направлении Татарстан очень серьезно работает. Принята специальная программа 13-23 годы. По ней при переходе на газомоторное топливо предусмотрены специальные субсидии. Говоря же об инфраструктуре, то в республике сегодня открыто уже 19 АГНКС для заправки метана. Чувствовать ароматы специй и благовоний, ощутить нежный шелк и настоящий индийский колорит. Такую возможность дает казанцам выставка-продажа «Любимая Индия», которая проходит в эти дни в столице. Специи, благовония, чай, ткани, изысканные украшения из натуральных камней, изящная резная мебель – все это можно найти на ярмарке индийских товаров. По словам продавцов, они с удовольствием приезжают в Казань, чтобы предложить огромное количество товаров из натуральных материалов и преимущественно ручной работы. Бизнес – это не самое главное, для чего мы сюда приезжаем. Важнее закрепить отношения между Татарстаном и Индией, чтобы знать культуру друг друга. Здесь прекрасные люди. Индия манит своим самобытным искусством и загадочностью. Теперь далекая страна стала ближе. У жителей и гостей города есть уникальная возможность окунуться в атмосферу восточной культуры и унести с собой частичку этой загадочной страны. Приобрела милую шкатулку такую вот, этническую. Вот, поэтому я думаю, что она хорошо впишется в интерьер. Как они приезжают, я отсюда не вылазь. Почему? Нравится мне. Я покупаю и чай, и рис, и вот эти все лекарства. Выставка продажи индийских товаров не оставит равнодушным не только ценителей индийской культуры, но и всех посетителей. Выставка проходит на территории Казанской ярмарки в 4-м павильоне с 11 до 19 часов. Она продлится до 8 октября. Далее в выпуске спорта про прогноз погоды, а мы с вами увидимся в 21:30. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. Лада Веста. Новое поколение Лада. Лада с выгодой 10%. Автоцентр Парус. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил.
Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 5 3 7. Әлфия Авзаловаға бағышталған хәтер кешесі. Сағыну. Катнашалар Зухра Шарифуллина, Фердинанд Саляхов, Зухра Сахариева, Искандер Биктахиров, Хамдана Тимиргалиева, Шамиль Ахмаджанов, Зиля Сумратуллина, Газинур Фарухшин, Римма Ибрахимова, Мингал Галиев, Рашид Сабиров, Зульфия Хамжавид Шакировлар, Расим Низамов, Венера Ганиева, Лилия Муллагалиева, Гульдания Хайруллина, Сирина Зайнуддинова, Марсель Уагизов, Шулпан Юсупова, Рая Свасыхов, Зульфира Шайдуллина, Флорид Ризатуллин, Лилия Хайруллина, Озат Абитов, Гульсирин Абдуллина, Руслан Керамеддинов, 17 октябрь. Пирамида. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Акбарс продолжает победную серию, а Владимир Ткачев забивает в 4-м матче подряд. Казанцы на своем льду принимали хоккейный клуб «Сибирь». Начало игры осталось за гостями встречи. В концовке периода отличился нападающий сибиряков Вячеслав Основин. Но барсы не собирались сдаваться. Вторая 20-минутка прошла с преимуществом хозяев. Главной звездой стал Владимир Ткачев. Первую заброшенную шайбу судьи засчитали после длительного просмотра. А второе взятие ворот ни у кого сомнений не вызвало. Дальше Дмитрий Архипов преимущество удвоил, после чего команды подарили болельщикам по-настоящему жаркую концовку. Сергей Коньков результат сокращает. Еще одну заброшенную шайбу ворота Акбарса отменили из-за неправильного входа в зону. Итоговый счет 3-2 в пользу Казани. Завтра матч против Югры в 19:00. У нас есть вопросы, которые мы должны будем поправить, поговорить об этом. Есть время немного, но есть время подготовить к следующему матчу. Ватерполисты казанского «Синтеза» узнали соперника по 3-му раунду Лиги чемпионов. По результатам жеребьевки нам попалась хорошо знакомая команда итальянская «Брешия». В прошлом году татарстанцы играли с этим коллективом в финале второго по значимости турнира Старого Света Кубка Европы. Тогда итальянцы по сумме 2 матчей оказались сильнее. Но сейчас и «Синтез», и наши соперники поменяли состав. В том числе команда выступает под руководством других наставников. Напомним, что в стыковые матчи казанцы отобрались благодаря победам в Румынии. Там подопечные Андрея Белофастова обыграли местную «Арадею» и греческий клуб в Лиагмене. Первый матч пройдет в Брешии 14 октября. Ответная встреча в бассейне «Оргсинтез» запланирована на 18 октября. И в завершении к новостям футбола игроки казанского «Рубина» Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Магомед Оздоев приступили к тренировкам в составе сборной России. В Новогорске стартовал тренировочный сбор главной российской команды перед контрольными матчами против сборных Южной Кореи и Ирана. Футболисты «Рубина», как практически все вызванные в команду игроки, тренируются в общей группе. По индивидуальной программе занимается лишь полузащитник ЦСКА Александр Головин, который получил повреждение в матче чемпионата страны. Напомню, что встреча против сборной Ирана пройдет в Казани 10 октября на стадионе «Казан-Арена». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки ночные температуры в республике немного повысятся. Осадки будут маловероятны, местами даже ожидается солнечная погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, но осадки будут маловероятны. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем же будет до 7 градусов тепла. На северо-востоке малооблачно, без осадков, ночью +2, днем до 8 градусов тепла. На севере Татарстана малооблачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит до 2 градусов тепла, днем будет +8 градусов. На северо-западе малооблачно и сухо, ночью +2, днем до 7 градусов тепла. На юго-западе Татарстана преимущественно ясно и без осадков, ночью +1, днем до 9 градусов тепла. В центральном районе республики ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем же будет до 8 градусов тепла. В последующие сутки осадки будут маловероятны, температура же немного повысится.
предстоящие сутки в Казани будет ясно. Температура воздуха ночью составит до 1 градуса тепла, днем же до плюс 8. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ожидается магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.